Масса, инерция, электрический заряд, поля, время и пространство. Столько всего нужно знать и понимать, чтобы оказаться здесь. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике проходит в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Состязания идут 2 дня. Все потому, что олимпиада разделена на 2 этапа – практический тур и теоретический. Сейчас ребятам предстоят решения задач. Талгат, какие первые впечатления у тебя от участия в олимпиаде? Вчера у нас состоялся практический тур, на котором было 2 задания. На каждое отводилось по 2,5 часа. Было одно задание на электричество и одно на плавание тел, там вот все такое с водой связанное. Было очень интересно, особенно с водой работать. Какие задания в теоретическом туре? Мы пока не знаем, какие будут задания, но мне кажется, будет какое-нибудь электричество и термодинамика. И остальные там разные темы по типу оптики и каких-нибудь сил инерции. На региональный этап приглашены более 280 школьников. Тут 9, 10 и 11-классники. Все они набрали необходимое количество баллов по итогам муниципального этапа. Андрей, как ты думаешь, почему на олимпиаде по физике парней больше, чем девчонок? Возможно, потому что парням интереснее физика. А во-вторых, возможно, реально готовят к физике именно в школах, в которых обучаются парни в первую очередь. Например, так у нас в городе с химией происходит. У нас очень сильная БЛИ-3 школа, но там учатся одни мальчики. Дай совет будущим олимпиадникам, как нужно готовиться? В первую очередь это само зависит от учителя, конечно. Насколько учитель сам может дать, насколько сильный учитель. Если учитель слабый, и ты хочешь заниматься этим предметом, то, наверное, лучше перейти в другую школу. Но, кроме того, есть различные сайты, книги, по которым можно готовиться. Например, Sirius-курсы. Они бесплатные, при этом дают очень много полезной информации. Я сам по ним занимался, при этом благодаря этому очень хорошо знаю электричество. Теоретический тур включает 5 задач по различным разделам физики, на решение которых отведено 4 часа 55 минут. На экспериментальном туре участникам предстояло выполнить опыты, используя приборы. Победители этого этапа получают 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, а лучшие из лучших отправятся на всероссийский этап. Победив там, можно поступить на любой профильный вуз страны без ЕГЭ. Победа в этом этапе дается ой как непросто. Впереди сильнейшие умы ждет уже всероссийский этап. Пожелаем удачи всем участникам олимпиады. Анастасия Яковлева, Дан Хамитов, специально для Горы новостей.